Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Близится к завершению 2025 год, а вот чем он запомнился в Министерстве экологии и природопользования и лесного хозяйства Республики, поговорим об этом сегодня с гостем студии, министром Евгением Перфильевым. Евгений Андреевич, добрый день. Добрый день. Я предлагаю начать нашу с вами сегодняшнюю беседу все-таки с вчерашнего главного инфоповода. Это послание главы Республики Госсобрания Ултумен. Определил основные направления региона на будущий 2026 год. Какие задачи перед вашим ведомством стоят теперь? Перед нашим ведомством, безусловно, стоит задача по усилению наших лесопожарных формирований, по усилению направлений в части восстановления наших лесов, экологической безопасности, и курирование всех чрезвычайных ситуаций природного характера. Теперь давайте об итогах. 2025 год был довольно насыщен на события, но если, например, глядеть на лесные пожары, то в этой части все прошло более чем благополучно. В этом году мы очень сильно, так скажем, благодаря поддержке федерального центра, главы республики, мы достаточно сильно усилили наше лесопожарное формирование. Авиалесоохрану нашу увеличили на 181 человек. Это, по сути, открыли 2 новых авиаотделения в Ленском районе, в поселке Витим, и в Алекпинском районе, село Наихтах. В каждом авиаотделении по 30 человек. И плюс в целом остальную группировку по республике, у нас теперь 23 авиаотделения, мы увеличили на 120 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Также открыли лесопожарную станцию в Арктике нашей, в Авено-Бытантайском улусе, поселке Сакырыр. Построили новую лесопожарную станцию в поселке Этыкёль. Поэтому мы были готовы, денег было достаточно на авиамониторинг, патрулирование лесов. Значительно закупились беспилотными авиационными системами, 39 штук купили в рамках нацпроекта. Мы применяли все эти средства, спутниковые инструменты. И как глава озвучил, что значительная часть лесных пожаров была обнаружена с использованием новых технологий, спутниковых инструментов и беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, в ведомстве у вас еще много других видов деятельности. Это природоохранная, что было с паводками, что было региональный экологический надзор. В этом году мы впервые применили автоматические приборы, так скажем, мониторинга наших водных объектов. В Южной Якутии были установлены такие на реках, которые в зоне действия предприятий недропользователей, стояли такие автономные приборы, которые качество воды наблюдали и автоматически при ухудшении качества отправляли в министерство нам сигналы, и инспектора оперативно выезжали. Что не ждали, когда население все это видео заснимет, в соцсети выложит, пока где-то перехватим, а сразу оперативно получали такие сигналы. В этом году мониторинг экологически вели практически в 500 пунктах. Вся программа выполнена 100%. По лесной отрасли также, учитывая, что юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне, мы посадили впервые в истории республики лес, который сверху, это геоглиф. Победа 80 в городе Якутске посадили. Будем его теперь ухаживать за ним, чтобы все деревья были живые, здоровые. И даже при посадке в Якутске или вылете, чтобы его все жители видели. Он больше 100 метров в длину и больше 30 в ширину. Такая надпись. А про паводок расскажите, пожалуйста. Там ведь мероприятия сейчас ведутся, чтобы впредь не допустить. Основное мероприятие этого года — это начали строительство в Верхоянском районе, в городе Верхоянск, защитной дамбы, там протяженностью более 9 километров. В этом году мы в августе месяце выезжали с коллегами, официально открыли строительство. Уже за этот год построено 1,6 километра. В следующий год планируем 6-7 километров построить дополнительно и до 2027 года завершить данный объект. Так большое количество мероприятий, конечно, проводится в рамках превентивных мероприятий. Это зачернение льда, затор опасных участков, плюс расчистка рек, дноуглубление, укрепление берегов. Сейчас планируем проект у нас по расчистке реки возле села Бескёль. Мирнинский район приступаем тоже к проектированию, село Орлах. И по Усьяне мы получили уже, по сути, поддержку федерального центра, где через 2 года начнем уже строительство, ремонт берегозащитного укрепления. В целом так. Помимо всего этого, еще же есть работы по сохранению биоразнообразия в нашей республике. По биоразнообразию у нас ряд проектов реализуется. Это лесные бизоны, овцы-быки. И, конечно, все слышат, это проект «Полет стерха». Да, кстати, о нем. Вы же посетили Китай недавно вместе с делегацией. В составе делегации правительства, Национального парка Ленские столбы, наши подведомственные учреждения, дирекция биоресурсов. Мы посетили провинцию Цзянси, где были озеро Паянху, посетили национальный парк Паянху, где как раз, по сути, вся восточная популяция стерха, более 90%,
зимовку проводят на этом озере. Ну, на момент нашего посещения там около 4000 птиц уже находилось. У них очень сильно налажен мониторинг в части искусственного интеллекта, видеокамеры вокруг озера стоят. Как говорится, каждую птицу они в лицо знают. А у нас по территории республики же по маршруту пролета полностью сделаны система особо охраняемых природных территорий, вот как раз Охотский перевоз. Это то место, где вся популяция восточная, по сути, сжимается в одно место, в один коридор и пролетает с одного места, можно всю популяцию увидеть. В прошлом году мы вот около 7000 штук там насчитали совместно с наукой. Но это хорошие цифры? Это очень хорошие цифры. Ну тогда здорово. А какие мероприятия были по охоте, по рыбалке? Там же ведь электронная жеребьевка да, была? по охоте электронная жеребьевка уже достаточно давно введена, если не ошибаюсь, года с 19-го. У нас новшество по охоте. Мы электронный охот-билет начали выдавать с начала года. Вот, да. Да, и с сентября уже охот-минимум мы принимаем тоже в электронном виде. Сделали, так скажем, и тренажеры, чтобы жители, желающие получить охот-билет, стать на путь охотника законопослушного. Ну, тренажеры есть и в электронном виде принимаем. И сейчас работаем, чтобы разрешение выдавать тоже в электронном виде. На данный момент у нас люди только заявляются, охотники, через госуслуги на получение разрешения. Но само разрешение пока все-таки в бумажном виде. Также напомню, что это все-таки федеральное полномочие. Буквально вот на днях будем участвовать в совещании Департамента охоты Минприроды России как раз по переходу на электронное разрешение. А вот то, что такая работа ведется, ну, скажем так, по цифровизации, это упрощает Ну, конечно, упрощает. Уже нет никаких очередей. Но у нас в республике и в целом мы охоте выделяем значительное внимание. Если раньше даже те же разрешения на массовые виды, как на водоплавающую дичь, да, на утку, гусей выдавали перед сезоном охоты, то сейчас круглый год выдаем. И сразу на 2 сезона, весенний и осенний. Ну да, тогда действительно удобно. Да. Уже очередей таких нету, как были еще, может, в прошлом, позапрошлом году. Да, кстати. Но в этом году у вас был еще запущен такой интересный проект, как «Зеленый четверг». И причем он стал довольно популярным за очень короткое время. Расскажите, с какими целями проводится эта акция, почему вообще решили ее запустить? Ну, в этом году у нас стояла задача разработать проект закона об экологической культуре. Мы все очень долго думали. И в преддверии Дня эколога 5 июня обсуждали, как же внедриться в наш культурный код, да, чтобы это было не только воспитание, просвещение, обучение, да, но и как-то на культурный уровень выйти человека. И вот мы 5 июня запустили проект «Зеленый четверг», ну, по аналогии с православием, да, чистый четверг. Тут «Зеленый четверг», да, чтобы войти в культуру и в религию. И что каждый четверг мы должны думать об окружающей природной среде. Каждый. Изначально он вообще у нас начинался как корпоративный проект в рамках указа главы об госуправлении. Он полностью подходил, что у нас направлений же очень много. Это рыболовство, охота, лесное хозяйство, да, строительство гидротехнических сооружений, водное хозяйство, экология. Ну, нас же что объединяет? Нас объединяет экология, да? И вот «Зеленый четверг» был как корпоративный проект, но он очень быстро вышел за пределы, когда компании-недропользователи начали именно в четверг что-то проводить, слышал у нас. У нас даже была ситуация, когда летом зарыбление было в рамках компенсационных мероприятий. И, по-моему, 7 компаний в один день сказали, мы хотим в этот четверг выпустить рыбу. Они нас приглашают на участие, мы там как и эксперты, и как почетные гости участвуем в таких мероприятиях. У нас просто не хватало людей с рыбной отрасли, да, чтобы везде присутствовать. Потому что все сказали, мы именно хотим в четверг, и мы чуть ли не график делали, давайте вы в этот четверг, а вы в следующий четверг. Ну здорово же. Да, ну очень активно начали участвовать. Ну, учитывая, что включались даже далеко не все мероприятия, ну, более 12 тысяч человек, это только по упоминаемости в соцсетях мы насчитали. Приняли участие в этом мероприятии, да. проекте. Ну, сейчас задача, мы провели стратсессию в рамках наших годичных совещаний, вот на прошлой неделе, прошлый четверг, кстати, опять же. Стратсессию с Высшей школой инновационного менеджмента провели. Ну, и там очень интересные новые мероприятия будут. Пока не буду говорить, какие, но тем не менее скоро. Да, ставьте это в секрете. Я помню, да. Потому что я тоже в прошлый четверг присутствовала на мероприятии. Мне очень порадовало то, что там можно как бы и полезные знакомства завести. Конечно. В частности, мы были в команде с преподавателями Института естественных наук. Так это вообще уму непостижимо, что преподаватели, какие дают оценки об экологической деятельности, и что они предлагают. Это, конечно, здорово. Евгений Андреевич, у нас остается с вами не так много времени, но раз уж мы подводим с вами итоги уходящего года, принято спрашивать еще и о планах на год грядущий.
Вот что планируете, что будет делать природоохранное ведомство в 2026 План году? на следующий год, конечно, так скажем, мягко говоря, грандиозные. Мы начинаем реализацию новых федеральных проектов. В рамках федерального проекта, национального проекта «Экологическое благополучие» мы будем реализовать наши региональные проекты. Генеральная уборка. Это уборка затонувших судов, ликвидация затонувших судов. И первая у нас задача стоит бухта Тикси, Булунский улус, да? 12 судов ликвидировать. В течение, Здесь идет какая-то параллель с проектом «Чистая Арктика»? Нет. Это совершенно другой проект, он больше волонтерский. А здесь это все-таки национальный проект. Хорошо, будем убирать суда. Что еще? В следующем году мы планируем уже одно судно убрать. Но в рамках генуборки у нас пока суда. Следующее по лесу. Там тоже ряд мероприятий. Закупка лесопожарной техники, лесовосстановление в рамках госзадания, которое мы передаем нашим подведомственным учреждениям, ГАО «Якутлесресурсу». По механизму зеленых платежей мы также будем убирать затонувшие суда, но уже по генуборке там главное условие, что это морские акватории. А мы будем на реках убирать. Вот по Колыме в этом году стартанем. Это мероприятие постановлением правительства вошло только в этом году. И мы уже мероприятие запланировали. Сейчас наш план природоохранных мероприятий республики находится на согласовании Минприроды России. Как раз вот в пятницу будем его обсуждать. Я думаю, в ближайшее время будет он утвержден у нас. То есть, получается... И строительство, конечно же. Дальше развиваем инфраструктуру лесопожарных станций, авиаотделений. В следующий год мы планируем построить 2 лесопожарных станции. Это в Амгинском улусе, в Амге, и в Черопчинском улусе, в Черопче. Лесопожарная станция с полной инфраструктурой. Также будем строить 2 авиаотделения. Мы заходим в Арктику. Это Среднеколымск, город Среднеколымский улус, и поселок Жиганск. Тоже будем строить авиаотделение. В каждом будет работать не менее 30 человек, сотрудников лесопожарного формирования. И еще плюс 120 человек мы усилим, действующее уже отделение. В следующий год у нас план на 150 человек увеличится. Работы много. Работы очень много, на самом деле, да. И пока, благодаря нашей командной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления, поддержки главы республики, у нас пока все получается. Самое главное, что у вас результаты есть не только на бумаге, но и жители республики это видят на самом деле. Евгений Андреевич, большое спасибо, что нашли для нас время, поделились итогами работы за этот год, поделились планами на год грядущий. По возможности приходите к нам еще. Хорошо, спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.